Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас очередной урок, и хотелось бы начать его с просьбы ставить лайки, оставлять комментарии, пожелания. Заранее благодарю вас. Итак, сегодня у нас 33-ші сабақ, осы шаг бағыт, настоящее время, направление. Если в действии есть направление движения, то структура предложения будет выглядеть так. Негіз плюс п плюс бара жатыр плюс личное окончание мын, сын, сыз. Здесь даются несколько примеров. Шығу – это выходить, есть направление, потому что это действие из двери к выходу. Кіру – это входить, движение по направлению к двери. И третий глагол – көтерілу, подниматься, тоже есть направление снизу вверх. В этих глаголах есть направление. Итак, давайте будем изменять данные глаголы по данной формуле. Итак, шығу – это выходить. Добавляем ып, потому что сюда подходит суффикс ып, твердый. И бара жатыр. Переводится выходит. Кіру – кіріп, бара жатыр. Заходит. И көтеріліп, бара жатыр. Поднимается. Рассмотрим еще больше примеров, когда их много и в картинках лучше откладывается в памяти. Вот эти глаголы «жүгіру», «машина айдау», они все направлены куда-то. Мальчик бежит в одном направлении, вправо. Машина едет тоже вправо. Птицы летят вправо. Велосипед. Вот мальчик катается на велосипеде и едет в правую сторону. Вот мальчик плавает, он плывет в одном направлении, влево. Теперь давайте будем добавлять нужные суффиксы и вспомогательные глаголы, чтобы у нас получилось настоящее время. Итак, жүгіру, жүгіріп бара жатыр. Машина айдау, машина айдап бара жатыр. Ұшып бара жатыр. Велосипед тебу, кататься на велике. Глагол тебу в настоящем времени чуть-чуть изменится. Это исключение надо будет запомнить. Вместо б получается теу, эп, бара жатыр. Мы не можем сказать тебіп бара жатыр, а правильно будет сказано, если мы скажем теуіп бара жатыр. И жүзу, жүзіп бара жатыр. Рассмотрим сближение. Так, у нас дается один глагол кіру. Выбираем шторки. Представляем суффиксы. Кіріп. Далее идет по формуле бара жатыр. И добавляем личное окончание с местоимениями. Мен кіріп бара жатырмын, я вхожу. Сен кіріп бара жатырсың, ты входишь. Сіз кіріп бара жатырсыз, вы входите. Ол кіріп бара жатыр, он или она входит. Көпше түрі множественное число. Вот такая формула. Мы видим, что сюда добавилось окончание дар, окончание множественного числа. По данной формуле добавляем сначала суффикс, далее идет бара жатыр и добавляем местоимение с личными окончаниями. Біз шығып бара жатырмыз. Біз шығып бара жатырмыз. Мы выходим. Сендер шығып бара жатырсыңдар, вы выходите. Сіздер шығып бара жатырсыздар, вы выходите, вежливая форма. Олар шығып бара жатыр, они выходят. Мысалдар, примеры. Сен қайдасың? Үйге кетіп бара жатырмын. Тұра тұр, бірге барайық. Жарайды. Ты где? Я ухожу домой. Есть направление движения. Тұра тұр, бірге барайық. Подожди, пойдем вместе. Жарайды, ладно. Итак, подводя итог урока, можем сказать, если глагол характеризуется направленностью действия в ту или иную сторону, то к основному глаголу с суффиксами «ып-ып» присоединяются сразу два вспомогательных глагола. Это бара, жатыр.